Случай произошел во времена, когда халифом был Умар ибн аль-Хаттаб. 3 людей схватили некого человека и приволокли его к Умару, сказав: «О повелитель правоверных, мы хотим, чтобы ты наказал его, ибо он убил нашего отца». Умар взглянул на обвиняемого и спросил: «Почему ты совершил это?» Тот ответил: «Я пасу верблюдов и коз. Один из моих верблюдов съел куст с земли их отца. Тогда он рассердился и бросил камнем в животное, да так, что оно пало замертво. Увидев это, я со злости поднял тот же самый камень и ударил им мужчину, после чего он испустил дух». Выслушав его историю, Умар сказал: «В таком случае мы должны убить тебя возмездием за погубленную душу». Зная, что Умар помимо великой справедливости обладал еще и мягкосердечием и внимал просьбам народа, пастух обратился к нему с последней просьбой: «О повелитель, дай мне отсрочку на 3 дня, ибо мой отец умер, оставив наследство мне и младшему брату. Если вы убьете меня сейчас, то пропадет и брат, и имущество. Позвольте же мне лишь уладить это дело, более ничего мне не нужно». «Кто же поручится за тебя? Ты здесь чужак, никто тебя не знает», — воскликнул Умар. Бедняга стал с надеждой разглядывать лица людей, собравшихся на площади, и, остановив взгляд на одном из них, прикрикнул: «Он!». Люди замерли от волнения, ведь то был никто иной, как Абу-Зар, благородный сподвижник пророка, алейхиссаляту вассалям, и всеобщий любимец. «Ты действительно поручишься за этого человека?» — спросил его Умар, на что он утвердительно кивнул головой. Люди хотели отговорить Абу-Зара от столь рискованного поступка, ведь если бы убийца убежал и не вернулся, то наказание пришлось бы понести ему самому. Но все эти уговоры нисколько не могли повлиять на человека, который был сподвижником самого пророка, алейхиссаляту вассалям, и он остался непоколебимо верным данному слову. Мужчину отпустили на обещанный срок, и он незамедлительно отправился в путь, а люди же разошлись по своим домам, печалясь за будущее Абу-Зара, ведь мало кто верил, что чужестранец вернется. Вся Медина пребывала в ожидании. Так прошел день, 2-й, вот уже 3-й день близился к концу. Народ снова собрался на площади, а чужеземцев все еще не было. Солнце клонилось к закату, как вдруг в толпе стали слышаться восторженные восклики: «Он вернулся! Он вернулся!». Запыхавшийся от бега, изнеможденный долгой дорогой, пастух свалился прямо перед Умаром и едва слышным голосом произнес: «Обещание выполнено. Я верил своего брата и имущество дядям по матери, и ничто больше не удерживает меня от того, чтобы понести заслуженное наказание». Умар изумленно окинул взглядом тощего пастуха, удивляясь его смелости, и спросил: «О раб Аллаха, скажи мне, что заставило тебя вернуться, в то время как ты мог бежать?» На что он ответил: «Я боялся, что скажут, не осталось верности в людях». Тогда Умар позвал Абу-Зара и спросил его: «Что же заставило тебя поручиться за человека, которого ты никогда до этого не видел и не знал, увидишь ли когда-нибудь еще?» «Я боялся, что скажут, не осталось в людях доверия», — произнес Абу-Зар. Эти слова смягчили сердца детей убитого, и они сказали: «Мы прощаем его, о повелитель правоверных». «Почему?» — удивился Умар. И они сказали: «Мы боимся, что скажут, не осталось прощения в людях».